Ни шатка, ни валка собираюсь. Сейчас чайку попью и прям буду складываться. Все сухо вроде как, хорошо в лесу. Все, вела Валера в путь, день 4. Выезжаю. Прокачусь в Сабантуйный рай. Площадку, стадион для Сабантуя. Такое место в Пестрецах есть, стадион. Здесь вся культурно-досуговая деятельность, тоже загородная, так скажем так, сконцентрирована. Сабантуй проводится, стадион. Такая тишина, птички поют, вон собака даже отдыхает. А здесь же Скорупино проводится, надо же. Вон собачка. Маленькая собачка отдыхает. И запах сосенок. А, там собака еще прыгает. Здрасте. Что, у меня в Читу реально 17 километров. Конь по-татарски кун, как день по-казахски. Так что еду, можно сказать, в поселок День. О, виды такие же, как и музыка. Итак, я приехал в село Конь. В 1548 году основан. Это связано с захватом Казани и походами Ивана Грозного. Когда Иван Грозный захватил Казань, татар начали отселять подальше от окрестностей казанских. Вот и жители Коня жили раньше в Вознесенском, это Высокогорский район. Их, получается, сюда насильно выслали. Ну и здесь, так как кругом леса, удалось, как говорится, спрятаться, и их даже не крестили. То есть здесь многие окрестные деревни это крещенные, Конь нет. То есть это татарское село на 800 человек. Добро пожаловать на родину героя Советского Союза Гаврилова. Человек, который защищал Брестскую крепость. Тут уже магазин открыт. Затвой называется. Конь. Тут реально разбираешься, и долина Мёрши видна почти что. Сейчас время 9 час. Вчера к 9 я где-то 18 сделал. Можно наверстать график по такой дороге. Лучше, чем вчерашняя, машин почти нет. Плюс перепады высот не такие сильные. Вот еще один населенный пункт. Ксыл, Яшвар. Эльбидина. Эльбеден. Да, вот здесь надо посмотреть место, где Эльбеден проводится. И музей Гаврилова, квартира есть, по-моему. Может быть, работает, потому что, огромное количество посетителей за год. Вот это типа граница Польши и Беларуси. Брест, Берлин. Вот музей. Красиво выкрашен. Эльбеден. Да, такого я еще не видел. Пилотки прям. Привет. Привет, говорю. Привет. Как зовут тебя? Еще хорошо. Хорошо? Как зовут? Денис. Денис? Да. Меня Валера, приятно. Ну и программа фестиваля, который вот 18-19 июня проводился. Смотрите, с 9 утра стартует. Тематические площадки, чемпионат военно-прикладных по военно-прикладным играм. Потом после обеда торжественное открытие. Всего лишь час реконструкция Брестская крепость. Потом снова площадки. Вечером концерт «Голос Победы». Лекции проводятся между подиумом и окопом 20-20 в вечернее время.
кино показывает. Ночную реконструкцию проводят в 5-6 утра. Ну вот музей такого желтого цвета. Получается, национальные мотивы местные, может быть, крещен так. Посмотрим сейчас, работает музей или нет. Ага, нет, закрыто. К сожалению, закрыто. Вот ров, окопы. Как выглядела оборонительная линия. Смотрите, все закрыли лапником. Да, вот какие-то элементы селения, бревна лежат. Вот бабушка мне рассказала, что действительно мощное событие. Реку переплывает и начинается борьба вот за взятие Брестской крепости. А Мёша — это река Буг, скажем так. Ну и потом вот часть Брестской крепости, пожалуйста. Вышка там даже есть. Вот зод противника, зод оборонительный. Блин, правда, тут все на честном слове дышит. Собрали из кирпича. Заходить даже не буду. Какое-то здание, может быть, для войны, вышка. Может быть, какой-то пограничный пункт. Так выглядел обычно. Что там внутри? Ну, внутри ничего, пограничные столбы, да, стоят. Это для чего? Здесь тоже как накопитель. Сюда залазить нельзя, это все-таки все на честном слове дышит. Ну, прикольная вышка. Укрепление, ну точнее рвы. Один ров, второй с хорошим бруствером прям. Вот это я вообще не знаю, что такое. Какой-то вход куда-то. Ну и вот самая основная экспозиция. Это стена как бы Брестской крепости. Декорации, так декорации. Тут даже забирается, скорее всего. Kızım affedersin basmasam min basam. Senin basan üzerine mindeki kırıp basam. Senin Были туманы над рекой, выходили на берег Катюша, показал свой кругом. Вот вам весело, да, тут? А? Весело? Весело. А что? Там мы тоже не давай мы там будем гулять. Испытания проходят. Кто вперед? Вон дальше заходят. Осторожней, дети. Ух. Эльбадан. Сейчас немного прокачусь по селу. Озерная улица. Вот. Да-да-да, это Крещенко так делают, значит. Снова я по полевым дорогам еду. Да, вот деревня Селенушки. Тут уже старинная, заброшенная, скорее всего. Чувствуется сразу запах. Я сюда церковь еду посмотреть. Ну и потом дальше в Кряж еду. Тоже крещенская деревня, как вы видите, церковь здесь старинная. В 1763 году было основано поселение. Здесь вот эта вот Иоанна Предтеченская церковь была построена уже в
1763 году действовала школа. Население 500 человек максимум было в 920. Сейчас один или вообще никого. Ну, дома стоят вроде бы. Сейчас проедусь, посмотрю. Немножко солнце вышло из-за туч. Возвращаюсь на трассу. Искиют. Красиво тут Искиют. Смотрите, кругом такие леса. В низинке так сосредоточено и выглядит приятно. Искиют тоже древняя деревня, с времен Казанского ханства существует. Но здесь население сохранило свои чисто татарские, скажем так, корни и религию. Вот мечеть существовала и существует поныне. Ну, понятно, что она новая, восстановлена. Есть дом культуры. Население небольшое, в районе 200 человек. Но все же компактная, красивая деревушка в хорошем месте. Да, дома разнородные. Вот она, мечеть. Чита. По этой еду в Читу. Чё ж, посмотреть надо. О, блин, опасные спуски вот здесь. Плохая дорожка. Оба, оба, оба. Магазин. Центр. Че, переходим на колбасу. Нет тут ни печености, ничего. Уже, считай, 30-ку сделал, надо же и поесть. Здрасте. Молитва. Кряж сюда. Ну, это маркер, мотыга, барона. Пила интересная. Это поперечная пила, а это продольная пила. А, Это с этим доски делают. Дом. Это первый кирпичный дом, построенный в нашей деревне. угу. А как правильно произносится? Кряж. Кряж серда, это значит, раньше назвали крещеная серда, а сейчас называется как бы кряшинская серда. Вот, Ну, с понятно. 2005 года как бы кряшинская серда. Построил дом Николай Максимович Максимов. Угу. Но он в то время не имел еще фамилии, но фамилии дали крестьянам в 1861 году только. Угу. Вот, и у него, обратите, 9 детей. Угу. Из 9 детей раз Ольга и 2 Агафья, все мальчики. Он выходец из обычных крестьян, Угу. но он вот так они трудились, раз много детей, много можно было какую-то излишки продать, и он старался детям дать образование. В Казани у нас открыли крещенную татарскую школу в 1863 году, что ли, напротив Варского кладбища это здание и сейчас стоит. И вот как раз его дети после здешней маленькой школы там обучались. Это было почти как училище. Ну, там они грамоте и церковное дело там обучались. И выходили учителя, вот это учитель, и торговцы выходили. У них две профессии, либо учителя, либо торговцы. Они держали магазин, но они там продавали мыло, керосин в то время, сахар, и они много торговали ситца. Материал как раз пошел. Прялка, чесалка, Чесалка, да. швейка. Вот это не знаю. Швейка это вот сюда женщина садится
и прикреплять часть ткани. Мгм. Какую-то часть шьет, Мгм. потом обратно прикрепляет, опять шьет, чтобы не держать руками. Понятно. Вся линия это для изготовления одежды. Мгм. Лен, конопля, шерсть. Все здесь выращивали или привозили? Здесь выращивали в основном. Ну, шерсть, понятно. Сперва же было натуральное хозяйство. Мгм. Потому что Кряшина, они, у них покупная способность получилась попозже. Вот, все собиралось вот из таких полотенец. Потому что в ткацком станке шире этого уже почти невозможно. Это зависит от длины вот этого инструмента и сколько нитей можно пропустить через эти щели. Через одну щель только одну нить располагается. Вот. И поэтому ширина ткани не очень широкая получается. Посуда тоже липа. Масло хранили, соль хранили, мед хранили, и они больших размеров были, разные были. Если вот амбарная бочка, это дуб. Если вот такая бочка, это уже липа. Тоже для спиртного. Для спиртного, потому что Кряшина не запрещалось и под спиртной. Вот обратите внимание, там внутри, видите, там дырка есть даже. Сливали, что Да, ли? сливать, да. А что за спиртное делали? На ягодах, на стойке? Из ржи, из ячменя сперва проращивали, потом сушили. Там при проращивании, во-первых, крахмал расщепляется на глюкозу, и образуется фермент, который вот это именно крахмал расщепляет. А ведь крахмал в воде не растворяется, дрожжи его не кушают. Вот именно глюкозу дрожжи кушают, поэтому его проращивали, посушили, потом муку делали. И вот на таких корчагах они его слоями. Это корчага называется, у него есть специальная щель. Вот. Слоями вот этот солод. Солома, солод, солома, солод, солома, солод. И жаркую печь. Вот эта глюкоза немножко обжигается, коричневый цвет приобретает, и получается концентрат квасного сусла. Вот. И вот из этого концентрата квасного сусла там уже глюкоза есть в растворенном виде, он немножко прогоревший, коричневый цвет, и потом уже хмель добавляет, и получается домашнее как бы типа пива. Вот это 3-литровая бутыль, называется четверть. А почему четверть? Четверть? Да. Даже не знаю. 1/4 часть, значит 12 литров. 12 литров это ведро. Ведро. Это ведро. 12 литров. Жидкости измеряли в ведрах. 2 ведра, 3 ведра, 5 ведер. Самодельный безмен, это тоже самодельный, это царские время, это советское время. Фунтовые гири. До революции же у нас была английская система мер. 1 фунт это 400 граммов. 2 фунта это 800. 3 фунта это кило 200, 5 фунтов 2, 10 фунтов 4 килограмма. Это четверть фунта и полфунта. У нас вот шерсть мерили в фунтах, масло продавали в фунтах раньше, по-татарски называлось бархадак. Вот. Вышивание идет у Кряшина в основном, это технология канва, либо гладью. Нету тамбурной вышивки нету. А что такое тамбур? Тамбурная вышивка это вот сердечками идет узор. И вот линиями вот эти сердечками. Это много высок мусульман. Понятно. Много мусульман, много умишарок. Вот у нас очень редко встречается, и то только в покупных вещах. Вот эта дома-ткань, она шла на рубашки. Вот. Ну это для зимы что ли или как? Плотная? Нет, у них было 2 платья, один праздничный, один для носки. Это дома-ткань, а это уже более поздний, чуть-чуть сатин уже. Сатин. Сатин уже вот. А получается, крещенам не разрешалось татарские имена брать, или они уже как бы... У нас раньше были тюркские имена. Ну да. Да, после православия уже православная, потому что церковь имена. Понятно. У нас не разрешалось. Матрёна, Матрюне. Вот так. У нас меняли. Хотя бы так. Лексика. Своя артикуляция, произношение есть. Потому что они вот это... Буквы Ф у нас вообще не было. Буквы Ф не потребляли. Буквы Ц не было, буквы Х не было. Они вообще нету. Х заменяется буквой К, Ф заменяется буквой П. Вот так. Свой алфавит есть или... Есть. На основе кириллицы. Потому что Кряшина, они как бы были в православии, но они не понимали суть религии.
потому что Мгм. язык не знали, Ну да. молитвы не понимали. Они уже создали потом на основе говора мамадышских кряжен создали букварь. Вот здесь сейчас вот А, Н, Л, Т, Н, Ш, У, Р. Это есть уже. Платье у всех одинаковые у нас. Отличаются главные уборы. М. По статусу женщины. Девушка носила, как и русские, одну косу Мгм. до замужества. И белый колпак одевала. У хачачах это уже идет как украшение. Да-да-да, колпак Белый называется. колпак, да, колпак. Потом, после замужества одевается суреке, сорока, от слова, ну, похоже на сороку, думаю, но есть, может быть, другое еще значение. Да-да-да. Да. При этом уже одна коса расплетается, делается две косы, но в отличие татары делают из затылочной части головы Мгм. косу, а у нас из височной части делается коса. В течение 9 месяцев невеста носит вот такое покрывало. Называется круглый платок. Но он сам прямоугольный, но круглый платок, потому что у нее семья становится круглой. Муж и жена. Тяжело. Достаточно тяжелая вещь, да. Да. Вот. Как Когда, это она носить выходит, на когда голове? она выходит на улицу, обязательно в течение 9 месяцев одевает вот такой платок. Значит, она замужем, значит, она ждет ребенка. По истечении 9 месяцев уже разрешалось снимать. М. Потому что в течение 9 месяцев должен быть родиться ребенок. У него статус из невесты уже должна была перейти женщины. Вот и манисты носили уж. Манисты. Это у нас дубликаты. Какие же рубли, да, красивые были. Да, это дубликаты. Ага. Вот тоже это позумент. Вот это священники, которые вышли из кряшен. Вот это вот самый первый священник. У него есть, оказывается, даже воспоминания. Ну, вот я начал немножко читать, потом нашел. Он сам обучился в духовном семинаре среди русских. Очень, говорит, трудно было. Красноярская школа педагогического. Вот сейчас бы, почему сейчас не делают такие для... Ну вот, постепенно, наверное, начнут, потому что уже флаги начали. Да, поднимать. ну для истории это как Да, бы... да, да. Приезжаю из Краш-Серды по рекомендованному маршруту, там вроде как еще церкви есть, интересные места. Да и посмотрел, выяснить Рыбную Слободу будет проще. Лучше я сейчас здесь немножко по полям еще проеду, чем там потом неизвестно где. Ой. О, посмотрите какие живописи. Жары нет, спал уже. Вот в такое время можно педалировать по таким изумрудным местам. Вот еще старинная церковь в Русской Серде, село, которое уже умерло. Прям среди полей высится. Туда я не поеду. Она в таком разрушенном состоянии, но очень красиво выглядит. Деревня Калкомерка. Название такое, явно крещенское. Калкомерка. Дождик пошел, зачем он мне нужен? Населенный пункт Козулы называется. Еще один населенный пункт из Тричинского района. Спуск опять. Вон уже подъем вижу. Как на Урале, блин. Не, у нас в Казахстане немножечко не так. Такое редко встретишь.
Да, монумент славы с левой стороны. Есть тут люди, причем не один человек. Храм в русских Козылях построен в 1741 году. Там то, что здесь есть, построен в русском барокко. Ни с чем не спутаешь стиль. 2 или 3 апостолов в честь Пресвятой Богородицы. Играл огромную роль в жизни духовной. Тоже использовался как подсклад, был разрушен, на кирпичи разбирался. Восстановление началось только вот после 2009 года. Стекла, окна ставили там и так далее. Сейчас видно, что более-менее какой-то нормальный вид стал приобретать. Вот. Но без отделки, так как вот он был построен, так и выглядит. Здесь есть община, Ковчег, по-моему, называется, где наркозависящие, в общем-то, лечатся, являются как бы прихожанами, молятся, трудятся. Немного свое лицо решил показать. Сгорело оно за 4 дня. Но сегодня вроде солнца вот нет, только недавно начал печь. А так, конечно, я как индейка на вертеле. Бровка интересно расположена. Как-то на холме. Опять спуск, в долинку. Дубровка, татарские казысы. Тут уже сразу понятно, что село с разными названиями на русском и татарском. Уже в диковинку. Тут смотрю сразу на въезде то ли школа, то ли это хозяйственные здания. Все дома отделанные сайдингом. То есть село, которое неплохо живет. Так с 1646 года известно. Ну, то есть тоже такое древнее. Все. И еще чем оно достопримечательно, это последний населенный пункт, который я в Пестрецах буду проезжать. Пестречинский район, можно сказать, вдоль и поперек изъездил. Вот она трасса. Поднимался долго. Постоянный плавный подъем. Еще немного М7. Да, на такой обочине спать можно. Огромное место. Ладно, сейчас посмотрим, что здесь есть. Хочу вкусненького чего-нибудь горячего, давно не ел. Гречку же сейчас не ставить, тут дождь вроде еще собирается. В общем, посижу немного. И потом спуск в Рыбную Слободу, я думаю, туда за час с небольшим долечу. Зашел в кафешку, решил перекусить. Тут такой лагман принесли, куски говядины прям. Не пожалели чаю, лепешка прям суперская. В общем, полянка на М7, заезжайте. Так, съел лагман, попил чая замечательного с черносливом, там еще чем-то, с лимоном. Вау, хорошо. В жаркую погоду надо пить теплый либо горячий чай. Сосуды расширенные. Если мы начинаем пить холодное, они резко сужаются. Ну, горячее, как говорится.
Да, сразу поменялся вид, заехал в Рыбно-Слободской район. Здесь немного по-другому что-то вскормлено. Не так, как в Пестрецах. Установки стандартные, не показывают отличия района. Но рельеф, конечно. Продольный получается как, Камскоустинский, как Бугульминский. Хутор, 2 километра до хутора. Вау. Я лечу, а значит я живу. А подъем, правда, будет такой же. Водица. Все заросшее кругом. Под сельское хозяйство, видимо, используют. На полпути. Видите, что случилось? С одной, слава богу, стороны. Короче, надо болт какой-то закрутить, найти. Смогу ли я? Не факт. Полчаса промучился, посмотрелся. Взял на изоленту, посадил. Но мне кажется, это вообще бесполезно. Надо доехать до Рыбной Слободы и там решать вопрос. Высверливать, еще что-то. Запасной болт есть, слава богу. Что-то испытаний много в этот раз. Поздно я подъезжаю к Рыбной Слободе. Времени много потерял. Сейчас, может, проволоку еще какую найду на дороге. Проволокой можно было бы закрутить, вообще не париться стальной. А так на изоленте, ну это временно. Может попасть колесо. Там вообще в полный фарш будет. Все, уже каму вижу. Сейчас на повороте она будет прям приставать. И дикое поле. Вот, под сильный дождь поехал. А на тысяч. А мне надо Рыбная Слобода. Как Бедька. Блин, мощная река. Что важнее для рыбнослободинцев, Кама или Бедька? Может быть и Бедька. Вот такая вот композиция встречает нас по приезде в Анатыш. Город был крепостью, получается, на Каме. Вот она, Бедька, это река, как раз мы видим, а там вот Кама. Он в 1557 году был основан. И здесь мы видим войска, стрельцы Ивана Грозного. Скорее всего, после захвата Казанского ханства вот сюда люди селились как раз таки для осваивания этих мест или как-то так, для обороны, я не знаю. И тут же есть свой парк воинской славы, скажем так. Короче, Анатыш это еще не Рыбная Слобода. Рыбная Слобода там на вершине. Вот мои спасители, надеюсь. А как вас зовут-то? Данила, Артем. Ага. Нашли сверло, дрель. Сейчас будем пытаться спасать велосипед. Еще и от дождя спаслись. Погода. У нас больше подписчиков. Что смогли, то высверлили, вкрутили болт, потом сверху алюминиевая проволока, сейчас еще изолентой, чтобы вообще она никогда не отпала теперь. Я думаю, это будет, Ну, держится крепко. будет крепко и долго держаться. Кто у нас мастер? Представь мастера, покажи. Вот, Данил. Мастер Данил на все руки. Спасибо вам за помощь. Спасибо, что показали все, рассказали, как говорится, починили велосипед. Сейчас поеду наверх. О Рыбной Слободе я ничего не знаю, так что буду открывать этот город сегодня, завтра утром. Веселая ночь продолжается, сейчас палатку унесет еще.
как тут спокойно лежать. Я ее толком не закрепил, думал, все. Ну, хотя на велик закрепил, и я лежу с другого края. Колышки, ой, колышки, одна дуга на изоленте, если нормально дунет, может разломаться палатка у меня. Эх, что за день приключений, а?